Возможностям этого центра позавидуют сотрудники любых силовых подразделений. На стадии строительства 20 открытых галерей, закрытый стрелковый комплекс и даже специальный аэродром. Здесь можно будет проводить десантирование, подготовку в условиях лесного массива и крупных городов. Помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов рассказывает и показывает гостю из Казахстана возможности будущего международного центра по подготовке силовых структур. Чеченская республика является единственным регионом, в котором полностью удалось искоренить терроризм. Поэтому и желание представителей многих стран перенять опыт борьбы с экстремизмом у чеченских силовиков вполне объяснимо. Сама стрелковая часть, она будет расширена. То есть это тоже как бы такой плюс интересный, хороший. Вот там будет крайний полигон, крайняя галерея, она для стрельбы с машин. Здесь будут не только учиться, но и жить. Помимо военных специализированных объектов, предусмотрена и жилая зона. Не имеющих в мире аналогов центр обещает стать первым и в ближайшее время единственным. Командир специального силового подразделения Казахстана, приехавший в республику с целью перенять опыт чеченских коллег в борьбе с терроризмом и экстремизмом, был приятно удивлен возможностями будущего центра. Он уверен, что в дальнейшем этот центр станет хорошей площадкой для подготовки силовых структур любой специализации. На соревнованиях Международных сил специального назначения в Иордании в этом году команда спецназа от Чеченской Республики уверенно завоевала первое место. После этого у нас в Казахстане Министерство обороны назрело решение о обмене опытом и, возможно, совместной подготовке подразделений специального назначения. После этого были достигнуты определенные договоренности, в соответствии с которыми мы приехали сюда. Я объездил очень много стран и везде смотрел существующие учебные центры, в том числе и в Израиле, и в Турции, и в других очень многих государствах. Но тот проект, который заложен здесь в основании, он меня удивил. Это очень глобальный проект, в котором можно готовить в открытую не только подразделения специального назначения, но и заниматься физической подготовкой и физическим состоянием населения окружающего. Можно готовить не только свои подразделения, готовить подразделения еще с других дружественных государств. О возможностях будущего центра гости смогли узнать и из специально подготовленного ролика. После просмотра они смогли получить ответы на интересующие их вопросы. В центре будут созданы условия, максимально приближенные к реальности. Более того, тренироваться здесь смогут не только силовые структуры, но и спортсмены, в основном экстремалы. Строится очень серьезный горнолыжный комплекс. Называется он «Ведущий». Он будет завязан на наш центр. Отдельно начали готовить, точнее, и нам в этом очень активно помогают. Под нас будут сделаны специально несколько спусков подвоенных. То есть спуски будут оборудованы отдельным подъемником, отдельным местом проживания, и мы там будем отрабатывать именно горнолыжную подготовку. После экскурсии по строительной площадке гости смогли понаблюдать за процессом тренировок бойцов ОМОНа. Зачистка помещения от условных противников проводит слаженно. Сотрудники разделены по парам и, прикрывая друг друга, двигаются вперед. У нас занятия проходят до обеда, начинается с 9:30 и до вечера они идут. И в зависимости от темы там время у нас варьируется. До обеда они теоретически разбирают, инструктора объясняют на схемах, на картах, что будем делать, вспоминают материал, опрашивают людей по предыдущим материалам. После этого начинают, как в армии, элемент армии, рассказ, показ, тренировка. На первый взгляд все легко, но каждый знает, чего может стоить хоть одна ошибка, поэтому к любому заданию относится со всей ответственностью. Мы просто проводим зачистку помещений для того, чтобы закрепиться. А часто проводятся такие тренировки, учения? Каждый год проводится месячный сбор с подразделением. Мы планируем дальше увеличивать немножко. Все сотрудники, слава богу, справляются. Все ребята очень толковые, грамотные. Но мы отрабатываем также нештатные ситуации, но это будет немножко позже. У нас сборы только начинаются, поэтому немножко позже. Следом гости смогли побывать и на базе ОМОНа, где в полной боевой готовности 150 закаленных бойцов. Командир Алихан Цакаев рассказал гостям о возможностях спецподразделения. В арсенале есть вся необходимая военная техника. Впрочем, исправность боевых машин проверили на месте. 134 автомата, 6 снайперов, 6 пулеметчиков, 4 гранатометчика, 92 подствольные гранатомета, 36 180 наличие автоматных патронов. Это БК? Это БК. И плюс еще столько же запас. В ходе экскурсии по базе гости смогли ознакомиться с условиями проведения службы. Им показали спортивный зал, где тренируются бойцы, тир, оперативно-переносной штаб с широким спектром возможностей и инженерно-саперный транспорт. Средства для уничтожения пакетов,
говоря нашим языком, случайно, в котором мы находим, мы их уничтожаем как бы выстрелом, пушкой. И водяной, и пластиковой, и пули есть у нас дроби. Ну, разные, в зависимости от пакета. Мы сами определяем на место. Для этого у нас есть рентгеновский аппарат, который просвечивает пакеты. Методы ведения боя в тех или иных условиях блокирования преступников гости смогли узнать много нового от чеченских коллег. Увиденное впечатлило гостей. Впрочем, представители Казахстана пробудут в Чечне еще несколько дней и за это время смогут вплотную познакомиться с тактическими навыками спецподразделений республики. Алгазур Керимов, Адам Чекуев, Дауд Куруев. Новости.